В завершении выпуска 23 февраля в России поздравляют всех нынешних и будущих защитников Родины. Как известно, героями не рождаются, а становятся. О том, как воспитывают будущих защитников Отечества в Айхале, расскажет Валерий Усманов. В их руках настоящее холодное оружие. Воспитанники казачьего клуба фланкируют шашкой легко и синхронно. Позади месяцы обучения этому эффектному казачьему ремеслу. Занятия у ребят проходят на базе православного рождественского храма. Каждое собрание начинается и заканчивается молитвой. Прежде всего, для принятия присяги это необходимо духовное воспитание, то есть постоянное хождение, посещение воскресных служб храма. После молитвы теоретическая часть занятий. Курс молодого бойца проводит глава объединения, наказной атаман. Своими подопечными он руководит по-отечески строго. Под его чутким руководством казаки шаг за шагом узнают основы воинской мудрости. В тир ходят, стреляют. В общем, все, что пригодится в армии для военной службы. Сейчас времена суровые, много угроз, поэтому ребята, молодежь должна быть подготовлена к боевым условиям. Клуб поддерживает администрация поселка. В частности, оказали помощь в приобретении необходимого инвентаря. Особое внимание на занятиях уделяется тренировочным макетам автомата Калашникова. Некоторые из участников могут собрать и разобрать его с закрытыми глазами. Клуб объединяет казаков самого разного возраста. Многие из них с первого дня основания клуба. Участники отмечают, что навыки, полученные здесь, пригодятся им в дальнейшем. Я собираюсь поступать в военное летное училище. Я думаю, все-таки те навыки, которые я приобрел на казачестве, это послушание, стрелковая подготовка, это все-таки мне поможет. Айхальские казаки помогают рождественскому храму, участвуют в спортивных соревнованиях и праздничных мероприятиях. Поступки должны быть добрыми, говорит атаман. Ведь, как гласит главнейшая казачья заповедь, пусть народ тебя познает в делах твоих. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телерадиокомпания «Алмазный край».